Стать донором все равно, что быть спасателем. С такой мыслью на станцию переливания крови пришел Муса Мартазанов. Кровь он сдает впервые. Раньше отказывали из-за проблем со здоровьем. Теперь никаких противопоказаний нет. Я проверял с врачей. Врачи говорили анемичное состояние, жизнедефицитная анемия. Сейчас нельзя. А вот сегодня я решил, и, наверное, все-таки стану, как говорится, донором. Буду периодически сдавать кровь. Вот я спросил у врачей, они сказали, через каждые 2 месяца можно. Это недолгий процесс. Каждый человек, который понимает, что он мог стать причиной для спасения другого человека, это же великое дело. Сон не менее 7 часов, легкий завтрак, а уже после на станции предварительные лабораторные обследования и консультация у врача. Обязательные правила, которым должны следовать все потенциальные доноры. Для Арбиз Султыкова это уже привычная процедура. Сдать кровь вместе со своими друзьями он приходит практически каждые 2 месяца. Сначала любой человек, мне кажется, волнуется, но постепенно эта боязнь какая-то уходит, и мы приходим сюда как на работу. Помимо хорошего самочувствия и большого желания, чтобы сдать кровь, учитывается возраст потенциального донора. Он должен быть совершеннолетним. Самое главное – отсутствие инфекционных, вирусных и хронических заболеваний. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются почти 2 миллиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. Об этом периодически напоминают и врачи. На сегодняшний день на республиканской станции достаточно запас крови – 378 литров, большая часть из которой готова к выдаче. Самой востребованной группой крови считается вторая положительная. Главный врач организации вопросы к цацне организация жгону костуду тхон бех ашаш хабагыш дук организация тхан ишиш мехтиги дул ялче иште тхан активная донор батха. Для современной медицины очень важно, чтобы как можно больше людей с массой тела не менее 50 кг могли делиться полной дозой крови – 450 мг. Ее, как правило, проверяют на наличие вирусов и заболеваний, определяют группу и резус-фактор и только потом помещают в специальную морозильную камеру на полгода до повторных анализов. Вопреки распространенным мифам, эта процедура абсолютно безболезненная и безопасная. Регистратуре оформить из донора игрха лаборатории вот. Лаборатория гемоглобина, общий анализ крови хажачу дехага, тахклор волчвотас. Тахана хейрвезажи сагацаца моментыш юцма юци энех цанули насчет стерильности ци далыищи, далыч мяляды. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий из нас хотя бы раз в своей жизни нуждается в помощи доноров. Даже самый здоровый и благополучный человек не застрахован от травмы или болезни, при которой потребуется переливание крови. Поэтому врачи призывают каждого не оставаться равнодушными к жизненно важной процедуре. Ши дал еще чё, дал ваште долчо, мягк нахик аддарас бяки ли данет ян цнах халхамадац мялхалар маркани. Быть готовым поделиться частичкой себя ради сохранения здоровья и жизни незнакомого больного, стараться помогать тем, кто в этом нуждается здесь и сейчас. Это настоящий подвиг. Стать частью благородного дела может каждый. Малика Измайлова, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.